В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Первую на Дальнем Востоке учебную программу «Инженерная защита окружающей среды» запустят в СВФУ в этом году. Каких специалистов будет готовить университет по новой программе? Гость студии – доцент Института естественных наук СВФУ, председатель комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии молодежного парламента при Госсобрании Илтумен Республики Иван Едрихинский. Иван, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Добрый день, уважаемые зрители. Расскажите подробнее о новой образовательной программе. Насчет реализации новой образовательной программы по инженерной экологии поднимался еще в конце 90-х годов. Хотели ее реализовать на базе Горного института Якутского государственного университета, но по непонятным причинам этот вопрос отложили буквально на 2 десятка лет. И вот спустя 20 лет мы на базе Института естественных наук решением ученого совета университета принято решение о реализации новой образовательной программы «Инженерная защита окружающей среды». Хочется отметить, что это мы первый вуз, который будет готовить инженеров-экологов именно на Дальнем Востоке. Вот что касается насчет самой истории, первая идея, для меня она возникла в 2017 году. После защиты кандидатской диссертации меня по приглашению главного эколога одного из крупнейших нефтегазовых компаний нашей страны, и я сопровождал именно экологическую безопасность на этапе строительства крупнейшего месторождения нефти и газа на территории нашей республики. И вот когда был такой забавный случай, я впервые поехал на месторождение, на производственный экологический контроль. Конечно, я там в качестве эколога-заказчика познакомился с экологами подрядных организаций. Одновременно на одном месторождении находилось больше 10 экологов, инженеров-экологов, которые непосредственно следили за экологической безопасностью на этапе строительства. И интересный факт, что из десятки экологов на месторождении я был единственный инженер-эколог, местный эколог, грубо говоря. И, конечно, я задался вопросом, почему республика сама не готовит своих инженеров-экологов, потому что есть конкретные требования у компании-недропользователей о том, что экологи, которые устраиваются на работу, должны иметь квалификацию инженер-эколог. Без этого они не принимают. А мы готовим более 30 лет в республике, готовим именно экологов-природопользователей. Насколько перспективна новая специальность с точки зрения науки и почему? Экология — наука, которая изучает взаимодействие живых организмов с окружающей средой, а инженерная экология непосредственно занимается исследованием взаимодействия системы именно окружающей среда и инженерный объект, или техника, грубо говоря. И мы будем готовить тех специалистов, экологов, именно которые будут разрабатывать научные методы по минимизации негативного воздействия на природную среду. Сколько мест выделено в предстоящем учебном году и что будут изучать студенты? Согласно утвержденным контрольным цифрам приема в университете, выделено в этом году 20 мест на бюджетной основе и 2 места на платной основе. Хочется отметить, что мы запускаем образовательную программу в год столетия нашей республики. И цифра 22, она имеет такое символическое значение для нас. Каких специалистов вы выпустите по итогам обучения и где будут востребованы молодые кадры? За 4 года обучения в университете, конечно же, это специалист, который будет принимать экологически грамотные, главное, оправданные решения непосредственно на этапе разработки проектной документации строительства, на процессе обустройства, строительства и эксплуатации объекта. И, конечно, 4-й этап — это, конечно, эколог должен присутствовать при ликвидации этих инженерных объектов, которые уже исчерпали свой ресурс. Давайте представим, например, кто-нибудь из школьников сейчас увидит нашу программу и заинтересуется этой профессией. На что ему следует сделать упор, может быть, какую науку изучать, как готовиться? Надо признать, что инженерный эколог — это, конечно, в первую очередь, это техническая специальность. Если мы с вами посмотрим вступительные экзамены, которые утверждены университетом, Министерством образования и науки,
Российской Федерации. Вступительные экзамены у нас, конечно, это в первую очередь русский язык и математика, без них никуда, потому что экологи будут заниматься именно математическим моделированием природных процессов. Вот. И два предмета по выбору, это на базе ЕГЭ. Два предмета — физика и химия. То есть если мы принимаем у экологов, природопользователей, это вступительный экзамен по выбору, это география, а тут уже совершенно другое направление, это физика и химия. Потому что, почему химия? Потому что без химических, вот я объясняю многим школьникам, особенно к нам выходят из южных улусов нашей республики, это школьники, которые непосредственно знают, что такое промышленное освоение, что такое именно вот эти промышленные объекты, как они негативно влияют на окружающую среду. И очень отрады, к моему удивлению, очень многие школьники из Алдана, из Нерюнгри, из Мирного выходят к нам, из Ленска выходят. То есть вот без химических и физических показателей эколог, инженер не сможет работать и выработать какие-то вот методы вот минимизации, инженерные методы минимизации на негативное воздействие на окружающую среду. Что касается рабочих мест, по завершении учебы будет ли гарантировано трудоустройство? Ну, сейчас по неофициальным данным у нас на территории республики ведут деятельность около 300 недропользователей, которые разрабатывают месторождения полезных ископаемых. В 300 компаниях работает только 9 местных экологов. Остальные это те инженеры-экологи, которые приезжают из других регионов. И самое хотел бы отметить, что многие экологи, которые приезжают многие приезжают из южных регионов нашей страны, которые не в обиду, конечно, своим коллегам, которые не знают, ну или так поверхностно знают об особенностях нашей климатических условий, природных условий. И, конечно, затрудняются при выполнении определенных работ. И, конечно, мы заинтересованы в том, что наши именно местные экологи, которые имеют представление, да, о функционировании, о закономерностях развития природной среды нашей республики. И те специалисты, которые мы будем выпускать, они непосредственно будут, конечно же, обеспечивать нашу экологическую безопасность нашей территории. Все мы с вами знаем о том, что наша республика граничит с 7 субъектами Российской Федерации, начиная с Красноярского края, заканчивая Чукоткой. И хотел бы привести пример. В 2020 году, в мае месяце, на севере Красноярского края произошла крупнейшая техногенная катастрофа. В результате просадки грунта разлилось 20 тысяч тонн дизельного топлива. Компания, которая не предотвратила эту катастрофу, она заплатила возместила ущерб окружающей среде, крупнейший штраф в истории Российской Федерации — 146 миллиардов рублей. Это результат того, что на территории этого производственного объекта отсутствовал инженер-эколог. Именно эти специалисты, они должны были предотвратить эту ситуацию, используя различные инструменты мониторинга. Это результат следствия отсутствия мониторинга за состоянием многолетних мерзлых грунтов. И те ребята, те специалисты, экологи, которые приезжают, они забывают о том, что республика расположена в таких суровых условиях, где практически вся территория республики находится в зоне распространения многолетних мерзлых пород. Это очень важный фактор. Сейчас у нас многие говорят об изменении климата, но на самом деле о глобальном изменении климата. Но на самом деле это не глобальное изменение, потому что в некоторых районах нашей планеты происходит похолодание, где-то потепление, поэтому надо правильно говорить, конечно, изменение климатических условий. Сейчас во многих районах нашей республики наблюдается деградация вечной мерзлоты, что может не волновать все экологическое сообщество и население нашей республики. Поэтому мы должны выработать какие-то инженерные пути решения этих проблем. Человек есть, значит и будут экологические проблемы, это неизбежно. Но мы должны готовить грамотных специалистов, которые найдут ту именно нишу гармонии между окружающей средой и инженерным объектом. Если вдруг ощущается нехватка специалистов, своих специалистов у нас в Якутии, была ли идея, может быть, уже готовых экологов переделать в инженеров, экологов, то есть добрать компетенции? Рассматривали ли такой вариант? Мы обсуждали этот вопрос. Может, все-таки после, мы готовим экологов-природопользователей, а может, все-таки открыть программу магистратуры по инженерной экологии. Мы обсуждали этот вопрос, отказались, потому что
все-таки инженер-эколог должен изучать именно с первых курсов. Вот если мы с вами посмотрим базовую учебную программу, вот с первых курсов, вот с 1 сентября они начинают изучать вот эти вот технические предметы. Это физика, это около 300 часов, это математика, это математическое моделирование, это гидрогазодинамика и остальные вот эти специальности. Ну, на базе магистратуры невозможно, ну, практически невозможно вот, биологов, экологов, географов переквалифицировать в настоящих инженеров-экологов. Мгм. Иван, у нас остается немного времени. Вот вы, как молодой представитель науки, хотелось бы, чтобы вы поделились опытом. Престижно ли сейчас быть молодым ученым у нас в Якутии? Как вы считаете? К науке я пристрастился еще со школьной скамьи, благодаря своим учителям родной Мадутской школы, вот, и Намского улуса. Конечно, я сейчас не жалею. Не жалею о том, что вот я стал частью вот, научного общества нашей республики, Российской Федерации. Вот, очень престижно, потому что сейчас без науки невозможно построить то цивилизованное общество, в котором мы хотели жить. Да? И, ну, без науки развитие невозможно. Наука решает все. Вот сейчас мы с вами сидим в здании НВК «Саха», это все результат науки. Вот эти наши с вами гаджеты, камеры, это результат научных разработок. Поэтому всем советую, чтобы вот все больше молодых людей, наши школьники. Для этого в республике созданы все необходимые условия. У нас проводится более 30 лет. Вот, прекрасная конференция, которая мне помогла именно понять, что такое наука. Это программа «Шаг в будущее», с которым после конференции я сам являюсь экспертом конференции «Шаг в будущее». У нас огромное будущее, у нас огромный потенциал. Иван, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейшей успешной реализации и подготовки новых специалистов в новой специальности. Спасибо, Сергей. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.